Исәміз, қадірлі достар, бұл мен Сабиров Альберт, и бүгін өткен атна яңалықлар турында сізге сөйлешекмін. Роза Сабитова депутат болырға тілей. Әйе сіз дұрыс ишеттіңіз. Кім білмей, Роза «Давай поженимся» программасын алып тапшырышсы. Хәзір қысқа ғана сізге бұл яңалық турында оқып шығарам. Роза Сабитова аны тәқдим еткенде түп һәм бірден бір лозунг болашағын сөйледі. «Давай поженимся» программасының 59 яшьлек алып барушысы һәр вақыт актив позициясы белән танылған. Менә пенсияға барга җыенмый әле. Бүген хатын менә тагын бер күрсәтте. Аның лозунгы «Көчле гаилә, көчле дәүләт» дип әйтте. Шул лозунг белән ул барырга җыена. Бу яңалык түгел, Роза депутат булырга теләге булган иде. Әле 5 еллык, менә хәзер әйтәм, әле 5 ел элек кенә ул Родина сәясәти партиясының дәүләт думасын сайлауларда үз кандидатурасын тәкъдим итәргә теләгән иде. Соңрак яучы планнары нигәдер үзгәрде. Монда уже беркем дә белми, нәрсәгә, ничек планнары үзгәргән иде. Шундый темплар буенча ул и президент булырга мөмкин инде. Менә сез ничек дуслар уйлыйсыз? Комментариядә обязательно языгыз. Президент булса, ничек безнең гомеребез үзгәрер? Ә без киттек икенче яңалыкка. 2020-2021 уку елында Татарстанда 1500 укучы татар телен өйрәнеп чыкты. Дәресләр 100 площадкада узды, шул исәптән 45 мәчеттә һәм Россия Ислам институтында укучылар белем алдылар. Интенсив курс программасына керә татар теле өйрәнү, естественно, грамматика һәм лексику. Кем күбрәк гыйлем алырга тели икән, моннан тыш барлык теләүчләргә ислам мәдәнияте белән танышу, гарәп тәҗвид өйрәнү мөмкинлеге дә каралган. Татарстан мәчетләре каршында татар теле курслары 2018 елдан башлап оештырыла. Дорогие друзья, дополнением к этой новости, если у вас все-таки появилось желание изучить татарский язык, и вы находитесь не в Татарстане, и думаю, сейчас в каждом городе есть мечети, и есть возможность изучить татарский язык там. В четверг, 1 июля, в конференц-зале Гранд Отель Казань состоялась презентация книги «Үз җиремдә, үз телем». Рустем Ямалиев, лидер штаба татар, сказал, что это единственная в своем роде книга, которая собрала татарских и башкирских выдающихся людей сегодняшнего дня, которые поделились теоретическими и практическими пожеланиями, из которых можно смело собрать дополнительный том стратегии развития татар. Да, мне кажется, такой литературы на сегодняшний день очень мало, и думаю, она очень актуальна. Книга произвела резонанс еще на этапе верстки. В этой книге можно найти ответы на все вопросы. Впереди запланирована запись аудиоверсии книги и перевод ее на латиницу. Вот аудиоверсию я бы с удовольствием в ближайшее время послушал. Рабит Батулла, один из авторов книги, высоко оценил ее содержание. С присущей ему убедительностью и страстностью он сказал, что во всех тюркских языках говорят «анатале». Это означает «родной язык», язык матери. Про свой родной язык – это поклонение перед ролью матери. Еще на этапе выпуска книги стало ясно, что одним томом не обойтись. В Татарстане, в целом в России, еще много людей, неравнодушных к судьбе татарского народа, которым есть что сказать и чем поделиться. Книга получила высокую оценку, имеет резонансное значение. По вопросам приобретения книги можно обратиться в продюсерский центр АКСУ и штаб Татар Москвы.
Друзья, как вы знаете, мы все время рассказываем новости о прошедшей неделе и решили здесь сделать исключение и рассказать новость о грядущей неделе. Особенно актуально это для жителей Удмуртской республики. Заинтригованы? Ну тогда слушайте. С 16 по 18 июля в 7-й раз пройдет слет татарской молодежи Удмуртской республики. Слет татарской молодежи Удмуртской республики является уникальным проектом на всей территории Российской Федерации. Данный проект в таком формате никто не реализовывает, утверждают организаторы. Слет татарской молодежи Удмуртской республики берет свое начало с 2013 года. Тогда приняли участие в мероприятии свыше 20 человек. Это был пробный и новый для всех проект, где все придумывалось на ходу. Мероприятие состоит из развлекательных конкурсов, веревочных курсов, мероприятий на командообразование. Также были конкурсы, игры на знание татарского языка и культуры. Слет не оставил равнодушным никого. В 2014 году участниками слета стали около 40 человек, и в 2015 году свыше 50 человек. Среди них были представители и других регионов Тюменской области, Перми и Татарстана. Как вы знаете, на улице уже 2021 год, и с каждым годом это мероприятие посещает все больше и больше людей. Штаб татарской молодежи запускает новую рубрику. Теперь мы знакомим татар у себя в социальных сетях. Надеемся, наша работа сплотит людей и поможет создать новые татарские семьи. Сейчас у нас пилотный проект, и хотим взять у вас обратную связь. Нужно ли вам это, или же у вас, возможно, есть какие-то идеи. Если же вас это заинтересовало, укажите свой возраст, фотографию, расскажите немного о себе, отправляйте нам на почту, либо в директ. Мы с радостью вас выложим. Мы проводили конкурс, где нужно было поприветствовать татар Урала, и победителем этого конкурса стала Альбина Тишкова из Туапсе. Поэтому поздравляем ее и отправляем фирменные подарки. Большое спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, лайки и всего вам хорошего.